Добрым утром. Как вам такой рассвет? Ровно на дороге. Козырек уже не помогает. Это к Чите мы подъезжаем. Вот на Яблоневом наверху стояли, спали. Что-то в районе минус 20 было. Тут вниз спустились 31. Сейчас, 33 самое меньше было. Ну, уже да, так. Уже морозец утренний. Ну, по идее, днем не должно быть так. Это местного 8:40, ну, мы где-то в 8:20 выехали, наверное. Пока потихонечку раскатывались. В общем, такая подсветка, это грязное стекло. Рассмотреть в деталях. Так что сегодня мы Читу проходим. Ну и поедем пока, сколько проедем, пока не надоест. Это, в принципе, даже за Хилком по факту. Нам еще до Читы 250 километров. Куда-нибудь до Могочи доехать. На Могочи самое теплое место там на горе. Ну, потому что все равно под утро морозы здесь за 30-ку. И лучше где-нибудь на верхушке стоять. Не сильно промораживать машину. Ну вот мы едем 25 минут, тахограф посчитал. Все, ладно. Мощный рассвет заснял. Всем с добрым утром. Так в глаз светит, бодрит, что заряд бодрости на весь день получен. В общем, ладно. Включусь дальше. Ух, мощно. Пол солнца из-за горы. Видите прямо? Ну, я не знаю, я прямо вижу этот, когда щуришься, что рельеф елок на, как бы, диске солнца. Единственное, сейчас, наверное, насмотрюсь так, что у меня этот рельеф до вечера будет, как после сварки, эффект. О, видите, смотрите, это был рассвет, мы сейчас подходим к горе, у нас получается, как вроде закат солнца, видели? Оба, закатилась она. Тема. Видали? На рассвете закат солнца заснял. Так что обращайтесь. Спецэффекты, короче. Ладно, все, вырубаюсь. Это так буду до обеда вам снимать на солнце. Будем как эта толпа сварщиков без маски к вечеру. Так, провели конференцию. Вон, Бахтияр, вот стекло треснуло, у него с подогревом полностью. По страховке 500 стекло, прикиньте. Ну, которое полностью у него так вот ниточки подогрева. Сейчас в Светлане тут мы встретились, у него эска 620, ну, прошитая на 700. Гоночный аппарат. Ну да, Скания, конечно, смотрится. Ну а мы дальше на Якутию, а он уже на запад поехал. Все. Как говорится, позавтракали 2 раза и поехали. Сейчас он тоже взял пленку, уже сейчас у него будет вся машина и бока еще обклеенная. Ну, все переклеивать. Так, что у нас тут еще интересного? Да, особо ничего. Едем и едем. Морозец. Тут вся стоянка что-то до сих пор заставленная. Уже тут дело к обеду.
А, уже почти 12, да, местного. Ладно, поедем дальше, там засниму уже, что будет. Так, ну что мы? Оцениваем, какая очередь вот эта вся колбаса стоит на Роснефть. Ну, у Димы, да, у Руши там хватит, в принципе, до Невера солярки. А я мелкобаковый. У меня маленькая канистра. 750 литров общая заправка. Я на БРК сейчас залечу. Там такая же солярка, как на Роснефти, только дороже на, не знаю, 83,95 в прошлый раз была. Ну, грубо говоря, на 9 рублей дороже, но в очереди не стоять. Дим, смотри, я сейчас на БРК буду заворачивать, а там как-то так себе заворачивать на БРК. Там типа, наверное, ну смотри сам, заедь на перекрестке, может быть. Или, ну или давай за мной заворачивай, короче, как я. Сзади никого, там тебя не поджимает. Заранее поворотник включишь. Тут, в принципе, широко. Все, ладно. Давайте мы тут через перекресток сейчас заправимся. Чуть-чуть не заснял, конечно, момент. Там стоит столбик, грубо говоря, 0,1 километр. Читы-Хабаровск трасса. Вот, и мы уходим вот сюда, вот так вдоль. А раньше дорога была, ну, получается, через Читу. И вот там вот на Хабаровск уходили. Вот Синан, кстати, тебе привет. Он там служил, Песчанка. Вот все мимо него на Хабаровск раньше ездили. Ну, это я тебе, если что, засниму, когда буду, может, с Забайкальска когда-нибудь ехать. Где там твоя родная военная часть была, Песчанка это. Это в 86-м году, по-моему, да, он там писал, что это служил. Так что, а теперь мы, да, вот, Чита-Хабаровск, по прямой по горам поскакали. 2106 километров. Как раз последний столбик стоит уже за мостом в Хабаровске. За постом ГАИ там. Но нам пока туда не надо. Мы сейчас до 930 километра доходим и сворачиваем типа направо под мост и как бы налево уходим на север. Якутия. Ну а тут, видите, оплот цивилизации. Рынок, гостиница, стоянка. Продукты, то все. Сейчас в горы чуть уйдем, все, связи нету. Тут как-то похуже стала связь работать. Уже даже по WhatsApp эти сообщения подвисают. Потом пачками приходят. Ну, проезжаешь там где-нибудь там. Амазар, Семиозерный, там, Ерофей Павлович. Там уже, конечно, есть интернет. А так по дороге в основном даже уже и по телефону проблемно поговорить местами. И все, мы, грубо говоря, в Читу, в принципе, и не заезжали. Вскользь пронеслись. И уходим в горы. Погода радует, в принципе. 14 градусов. Так, я там никому не мешаю, ладно, все равно сужение. Я на БРК заправился, вон цена БРК 83,95. Что очередь как в Мавзолей не подходит. Там это, ну вот это как очередь бывает, ну, наверное, минимум 2 часа. А, хотя вот Чита, в принципе, знак перечеркнутый. Вот это, наверное, кольцо к Чите относится. Все, едем, в общем, дальше самое интересное начнется. Будем снимать. Ну, там проблем нет, в принципе. Хотя, подожди, кто-то выезжал. Висели машины на Якутии, непонятно по каким причинам. А, Валентин у меня выезжал. Он вчера вышел с Якутии туда. Вот уже на Большую Землю тут понесся. На восток. 25-го грузиться. А нам еще, как говорится, до выгрузки еще ехать и ехать. Ну, грубо говоря, отсюда 930 и там 1150. Ну, короче, 200, грубо, до выгрузки. 2057, короче. Так, стекло в эфире. Как это работает? Не знаю, только что ехал, все утро вообще не было. Оттаяло, видно, пока я заправлялся. Ладно, погнали, в общем. Включусь, будет что интересное. А тут из-за интересного ямы, подъемы. Дорога сухая, по идее, вообще вопросов нет. Едь потихоньку, да и все. Все, удачи на дорогах.
какая-то реконструкция за Читой. Все перерыли и бросили еще с осени. Ну так, чисто размять ходовую. Что на спуск сухо, на подъем какие-то вот эти. Ну вот они, видите, тут выемку начали делать, понижать. Ну что-то, не знаю, зимой бросили все делать. По идее, выемку зима не мешает делать. Видать, это не сошлись характерами с подрядчиком. Крымский район. Так, кстати, обращу внимание, где пост ГАИ, там получается как раз на песчанку, на эту поворот. 10 километров написано, да. И, видать, там вот где раньше пост ГАИ был, вот это выезд оттуда. Не знаю, я когда ездил, уже, по-моему, прямо ездили всегда. Этот пост ГАИ, ну, по крайней мере, 9, 10, там, 2007 год. В общем, это уже, наверное, давно было, пока прямой этой не было дороги с Читы. А так мы понеслись куда-то вниз на горняке. Сейчас я придержу, включу 9-ю, включу и на 9-й понесусь. А тут как-то непонятный рельеф, могут быть сюрпризы. Едем, в общем, потихоньку, ямки объезжаем, не сильно не раскатываемся. Внизу на мостах везде, как правило, подбрасывают. Ну, скорость такая, вот вниз спустился, через мост перевалился и в тягуны поехал. Короче, трасса не скоростная. Не, ну можно, наверное, на скорости пройти, если у вас машина, как бы вы все туда доезжаете и как бы в последний путь. А нам еще как бы ездить, поэтому мы аккуратно. Как деловые линии вот сейчас пронесся. Мы его на подъем обогнали, потому что он не едет. А потом мы аккуратно едем, он мимо нас. Дыш-быш, по кочкам, прыг. С горы. Все, скрылся. Ну, по факту, да, она, наверное, не развалится прям сразу. Ну и явно не поздоровится машине, если тут ехать неаккуратно. Тут есть как бы такие места, что может начать разбираться. Так, сейчас заснимем не габарит. Видите? Или это реклама просто? А, реклама большой ширины. О, крадутся вот во львешнике. Тихонечко на подъем. Ау. Ничего там, эскадрилья. Угу. Омские. Тут еще это получается сопровождают, наверное, вот этот ящик, а эти прицепом с ними попали. Ну и вот тоже большой какой-то квадратный. И этот мощный не габарит. Общий сбор, в общем. Ну, что делать? Как мы обгоняли, там везли кузова 6 метров. Ну, они в цельные, видно. 6 метров ширина. Такого вот по такой дороге вообще объехать невозможно. Надо останавливаться, разъезжаться. Мы их так на подъем, где 3 полосы перед Тулуном обогнали. Ну, там сопровождение, получается, с двух сторон. И еще впереди, далеко прямо до сопровождения, еще один человек, который типа притормаживает, а там по лесу, ну, как бы дорожка сузилась. Они по факту просто посередине едут по такой дороге. Ну, чтобы там столбы не снести какие-то, что-то еще. Вот это у них, конечно, рейсик там. Мы по сравнению с ними, это как на легковой катаемся. В общем, да.
Не, я ездил на негабарите, ну я там Камацу 355 там с отвалом вместе. Ну сколько у него там отвал? По метрам, не знаю. 5, может, 5 максимум, наверное, метров. Но они все в основном в Якутии, там огромных отвалов нету, потому что скальник. Там все такое компактное, чтобы грызть, толкать все тяжелое. Не знаю, Камацу 355. Ну вот у меня трал был 3 ширина и торчал он туда-сюда, может. Ну, наверное, 4,5 до 5, наверное, что-то такое. 4,70 каких-нибудь. Ну, тоже не слабо, да. Ну, там по Якутии что, никого нету. Едешь, это мигалка мигает, и отвал, он же такой начищенный, блестящий всегда. Ну, когда рабочий бульдозер, если он же это, ну, толкает породу, и все это полируется там. И у меня такая мигалка, весь этот отвал как отражатель. Ну, там никто не заморачивался снимать какой-нибудь Далдана, там я возил. На Нагорный. А раз возил ДЭК 251, который, знаете, раньше были краны на гусеничном ходу. Он на мой трал, такая парелька у них на базе. Ну, я подъезжаю к ней, и он так вот сбоку заезжает, потом башню назад. Всю стрелу ничего не снимали. Ну, сейчас найду фотки, прикреплю, если что, сейчас выключусь. Ну, в общем, если прикрепятся. Я еще на Фауне тогда ездил. У нас был Фаун. Это такая машина, которая на БАМ поставлялись. Он похож на Магирус, но только 12-цилиндровый воздушного охлаждения двигателя. На Магирусе Т10. Вот это он, получается, Доец. Назывался на Фауне Доец L12. Что-то L12 или как-то L12 413, что-то такое. То я на него вкладыш, вот эти поршня, кольца всякое заказывал там вот в Москве. Да, Доец. Да. Или F12, или 413, как-то что-то такое название. Они до сих пор, эти моторы, выпускаются. Он такой, получается, как на мотоцикле головки. С охлаждением. 120 рабочая температура. Ну и там такая масляная. Ну, когда температура возрастает, масло такое раз, и турбина начинает крутиться и продувать это все цилиндры. Ну, грубо говоря, вот так цилиндры стоят по 6 штук сюда. Туда сверху крышка, и он, ну, запускается этот вентилятор спереди, и охлаждение. А потом мы уже и Веку купили. Уже на Фауне. Ну, 76-го года машина была. Списанную из-под забора восстановили, по суду поставили на учет. Он, я не знаю, сколько пролежал. Это, ну, грубо говоря, БАМ, когда строился, их поставляли. И трал был Кёгель ST65, по-моему, такая маркировка у него. Ну, балансирный, получается. Сбоку смотришь две оси, а так, получается, они на каждой оси еще, ну, внутренние колеса, в общем. 16 штук. Ну, он 65-тонник, там нормально. Он такой компактный под всю технику. Камацу заезжает, отвал на гусак положил, радиатором, получается, между гусака заезжает вот настолько. А рыхлитель в заднее, ну, в задний этот портал такой, там мощное все. Рыхлителем уперся, не привязывать ничего не надо. Поехал экскаватор, и также он, когда по ширине заезжает, получается, гусли заходят за гусак, он как бы посередине. Тоже ни вправо, ни влево. И вот этот сзади, ну, где скос идет, в эту ямку ковш так чик поставил, все, зафиксировался намертво. Ну,
Не, привязывали такое что-нибудь мелкогабаритное там. А эти прямо как влитые были. Тоже фотки прикреплю, короче. Это я паузы делаю, типа монтаж у меня такой. Чтобы не искать момент где-то. Я потом в конце эпизода просто фотки прикреплю и все. Чтобы их там не искать, не вырезать, ничего. Короче, шайтанама монтаж. Вот наледь, видите? Горизонт и потихонечку течет. Кстати, в этом году проезжал там на Большой Анон уже, когда пойдем на Якутию, ну еще в Амурской области. Там все время дежурил грейдер, все время наледь на дорогу выползала. Позапрошлый год. А в этом году вообще никого там нету и наледи нету, куда-то иссякла она. Хотя на самой вершине горы. Там просто льды были такие, выше крыши. Там они уже заборы строили. Экскаватор иногда выезжал, там чистил, выгребал это все. Ну, чтобы она не нарастала, дорогу не перекрыла. Так, ну а мы едем дальше. Какой-то у нас тут подъем. Извилистый. Да, если ночевать, там будет наверху стоянка. Извилистый на подъем. Так, Желтур-экспедиция подкрадывается. Мы-то не спеша едем. Ну, на гору, если легкий, меня, конечно, обгонит. Я-то с 20-кой как-то так у меня не сильно, она бодрая. А вот сейчас это с кикдауном надо. Там наверху, до верха далеко? Ну, только начали подниматься, наверху стоянка, да. Я тебя объеду, мне надо канистру тут поправить. Там скочила тряпка, блядь, протирает панель. Давай, стартуй, ага. Наверху стоянка будет. Так, снимаем обгон Дмитрия. Вот он, видите, с 10 тоннами пытается обогнать 540-ю Вольву. Но он на 520-й Реношке. Ну надави полный газ, что там, ты должен в точку скрыться. А, у тебя и лестница торчит на улицу. Что-то ты забыл сложить. Вот, Дмитрий. Она выпрыгивает. Защитка слабенькая. Видите, у него какая-то наклейка классная. Первый раз его вижу. Вообще, то едем, он все время сзади не хочет принципиально обгонять. А тут у него, видите, технические проблемы. Заснял, короче, проход Дмитрия. Ушел в точку. Что-то трасс с востока пустой поехал. На Забайкальск, наверное. Саня тоже как раз вот только этот... Мы, получается, на Светлане зависали. Саня с Архангельска, тебе привет персональный. Тоже вы где? Я говорю, с Читы выезжал. Он говорит, да где мы разминулись? Ну, он спал, получается, на Весовой, там вот перед улетами. А мы вот это 2,5 часа, да, потусовались. Пока Бахтияра подождали, позавтракали, разъехались. И он мимо нас, наверное, пронесся как раз. Да, Саня. Не тормози, езжай. А что, я хочу просто побегать вокруг машины. Что, мы едем, доедем. Никуда не спешим. Сегодня 22 февраля, завтра праздник. Еще, короче, спешить точно некуда. Так, все. Ну и тут, да, наверху, 95-й километр. А че ты наверх выходишь, тут в карманах тоже можно спать, когда мороз именно. Внизу может Тогда быть... пойдем пописаем. А, вот это уже лишняя информация, а то я видос же пишу. Ну ладно, это ничего. Короче, сейчас вы знаете, что мы будем делать. Желтый снег. Все, ладно, давайте дальше включусь. Все, пошла пушка. Ну, я так газ не сильно давлю, но 65. Какой-то затяжной тоже.
Я говорю, там еще что, ну, чтоб я не маячил, то пустая дорога, он едет как в пробке все время за мной. Ну, на подъем. Это я миндаль ем. Как говорится, тысячи извинений жвачные. Это, ну, просто так получилось, что она пошла обгонять, думаю, надо заснять. Все, ладно, включусь. Обгон зафиксировал. Так, пока совсем не стемнело. Забайкальские просторы. К Чернышевску подъезжаем. Вот это вот сейчас кафешка будет. Она, по-моему, тоже Багульник называется. Ну, решили не будем есть, потому что что-то есть не сильно охота. Дальше куда-нибудь проскочим. В Сбегах, может, зайдем там, не знаю. По факту. Че, вот я обнулил 271 километр. Ну, от Читы отъехали 37,8 у меня сейчас пока. От Москвы 32,3. Ну, тут мы катимся по ровной. Сейчас опять горки пойдут, я думаю. Ну, где-то в районе 40 будет до... Ну, до Невера, где сворачивать на Якутию. А потом еще обнулю Якутию отдельно. До Алдана. Ну, то есть до Белой горы, в принципе. Потом с Белой горы просто катишься, в Алдан можно прикатиться на нейтралке. Там такой уклон. Так, тут лошадки гуляют. Самое такое время, когда вечер они начинают вот это мигрировать куда-нибудь домой. Аккуратнее тут надо в сумерках ехать. Ну вот Багульник, неплохая кафешка тоже, как все по-домашнему. Тут вот техника такая стоит, трактора какие-то у них, как выставка. И мы вниз, вверх, вниз, раз, и Чернышевск. Раньше тут конец дороги был, в Чернышевске. Ну, дальше только вдоль железки там, летом, ну, на каком-нибудь вездеходе, только зимой еще, ладно, можно было прокрасться на легковой. Но я ни разу не ездил. Мы тут на ЖД с платформу садились и в Сковородино обратно слазили. Вот, видите, тут выставка техники. Тракторцы, машина, плуги стоят. Багульник, по-моему, если не ошибаюсь. Закат солнца. Ну, уже стемнеет, да, тут что снимать. Прыг-скок. Потихоньку едем. Да и все. Тут дорога такая, она не быстрая. А мы тут сверху сразу чик держим, чтобы она не улетала. Но на 11 она по-любому не удержит. Сейчас будет до оборотов дойдет, то 12-ю включу и выкатимся в подъем. Темпер уже холодает, солнышко заходит, так даже до минус 8 что-то было, а сейчас 21 уже. Ну, Чернышевск вообще такое место, тут все время дубаль. Так, ладно, 12-я. Это сейчас, ладно, можно раскатиться, тут выровняли все, а то раньше тут бугры были. Это я просто знаю, а так опасно тут, честно говоря, раскатываться, можно взлететь где-нибудь, вот как здесь, типа. Но это плавненько, а их тут было... И на подъем понеслись. Да, Дима уже сзади едет опять, он что-то впереди попробовал и как-то то убегает, то еще что-нибудь решил сзади лучше. Он там смотрит, где я там, надо догонять меня в подъемы. Но уже не обгоняет, это он убегает, получается. Кого-нибудь еще обгонит, потом я его пока обгоню полдня. И получается непонятка какая-то, а не езда. Потому что у нас тоннаж разный, у него 10. Даже, наверное, по-моему, не 10, 8,5, что-то он сказал, труба весит. И тут затяжной, видите, такой подъем. Подсаживается 540-я. Вот я на круизе ехал 111, получается. И она уже вот засела.
расход, соответственно, идет вверх. Сейчас у меня ежемоментный 144 на 100. Ну, в принципе, что с 20-кой 60 едет на затяжной такой тягун. Ну, по-моему, 5%, тут что-то такое. Там вот Дмитрий. Дмитрий, покажись, на встречку выверни. Ну вот, это он, да. Я тебя заснял. Все, 290 километров, короче, это Чита-Хабаров с трассы. Нам до 930 сворачивать. Так, скорость уже 55, 56. Пошла разгоняться. А, вот скорость на цифрах 62. Она можно вот так включить приборку. Это с весами приборка. Без тахометра. Это навигатор, ну вот тахометр, правда, сверху, ага, есть. А вот так вот крупная, цифрами, и тахометр внизу крупный. Ну тут, правда, есть обновленных уже машинах, у них вот тут еще в 3 строчки. Ну там, что хочешь, наверное, поставить, там зарядка, там, то все. А у меня как-то надо на основном табломе листать их в сторону. Ну, короче, наверное, какое-то обновление были, если бы дилеры обновления закачать, наверное, было бы так. Ну, сейчас, наверное, Чернышевск еще вам подзасниму. Попозже. А это так, для общего вида. Вот там. Ой, дворники задел. Тут дорожку как-то подровняли с легонца. Тут были вот такие прыгуны, что можно было упрыгать мимо дороги. Вот тут вот подровняли, а то что там даже было как-то, вот тут на спуск раскатываются такие эти, что в кювете лежала машина даже. А вот там впереди, ну если так вот увеличить, так как видео 4К, там вот такая дымка стоит под горой. Это Чернышевск. Там все печками топят, да. Мимо Сибири все прошло. Сила Сибири, мимо Сибири. И этот... Они там сидят, смог все время стоит. Морозное у них тут место такое. Под утро, наверное, думаю, точно будет 35, что-нибудь такое. Как-то низинка. Ну, а так вот в целом, вот это вот сейчас так новый. Тут же был такой вот прямо, можно было 30 ехать, наверное. Сделали летом. Но все равно все сделали, но, по-моему, там что-то есть еще, где можно невесомость почувствовать с легонца. Так вот, такая тут природа, деревьев по минимуму. Тут они не успевают, наверное, вырасти, так бы, наверное, хотели. Они такие, только чутка диаметр направо, чик его и на дрова. Не, ну, скорее всего, тут не вырубили, конечно, там вон по верхам видно лес. Ну, вот вершины, там дальше горы, ну, лес растет. А вот почему-то вот в этом диапазоне высот, непонятно почему, ничего нет. Так что мы едем. Ну сейчас уже этот... ладно, тут ничего. Чернышевск включу, я не знаю. То я общий вид снимал. А потом будет общий вид Чернышевска. Так, а что делать? Тут опять общий вид появился. Вышли чуть-чуть на подъемчик. И вот впереди прямо, видите, смога такого. Ну, облачко темно-серый такой. А это Чернышевск. Край географии когда-то был, только на железке дальше. Ну, грубо говоря, там
строили пока Чита-Хабаровск трассу, по ней уже там ездили, да, там частично по гравийке, там где мостов не было, где что такая постройки движешься. Я и в 7-м году по ней ездил вот сюда на Шилку. Тут все это гравийка была, мне еще эти прислали почему-то. Я в Апрелково возил, там, ну, карьер такой, выщелачиванием они там золото. Реально как Золото добывают. Я туда 450 Хитачи вез, и они прислали на границу, наверное, Шилкинского района ГАИ машину, чтобы они меня сопровождали. Там по гравийке 20 тут крались. И все, мы потом с трассы типа свернули. Ну тогда же с разрешениями проблема была. И типа, наверное, так. Это, по-моему, полюс золота, этот карьер был. Апрелково. Ну кто знает, там за Шилкой где-то он. Я даже вот сейчас смотрю, что вспоминал, думаю, где мы там сворачивали. Ну как-то с гравийки ушли. Через речку, через мостик. И я туда 2 экскаватора возил. Ну, 2 рейса за месяц как раз съездил. Вот это по этой гравийке. Мы тогда ехали, у нас там с собой было 8 запаса, камеры, там то все у нас по этому скальнику. Они еще там Потайка есть станция. Там даже сейчас проезжаешь, остатки от этого шиномонтажки остались. Ну, видно, вагончик сгорел потом или что. Ну, когда гравийка была, там, конечно, шиномонтаж в теме. Так мы всю ночь там эти колеса делали. Все 8 закончились еще по тому участку. Да. Было время. А в это Апрелково тоже первый раз, когда первый экскаватор везли, такие едем, там деревянный мостик. УАЗик впереди нас едет, который встречал. Он раз по этому мостику, мы за ним раз проехали. Ну все, экскаватор выгрузили. Второй везу экскаватор, другой приехал УАЗик встречать. Они такие перед этим мостиком остановились, говорят, надо мост объезжать, а то он может упасть. А те такие пронеслись. Ну, 40 где-то 5, наверное, весит Хитачи 450. Ну, он такой LCH с удлиненной ходовьем. Скальный ковш, по-моему, там какой-то 2-кубовый или 1,7, что-то такое. Ну, такой чуть потяжелее, грубо говоря, стандартного. И мы поехали вот этот мостик по речке вброд, потом по каким-то задним дворам в деревне там где-то. Там еще я что это, было у кого-то лосенок маленький был в этом, в загородке бегал. Ну, видно, может, маму потерял или что, сидел там у них. Вот Чернышевск. Да, тогда ездили. Вот это все гравийка. Мы, наверное, с Серебряного Бора сюда, ну, сколько, считай, 700, там, ну, 1100 где-то, наверное, от нас до Апрелково, 1200, наверное. Там мы там, наверное, туда-назад ездили больше недели. Ну, тогда, я помню, этот рейс стоил 550 тысяч. Когда весь тягач стоил 4 миллиона. Ивеку мы брали новую. Ивека Уралас, вот это в мясе. Прям с завода забирали, заказали, оплатили. Они сказали, все готово, приезжайте. Мы с батей. И на голове тогда. Трау у нас же был свой. И поскакали. А он на рессорах. Ну и вот это вот одни сразу первые рейсы. Вот это 2 я замолотил за месяц сюда рейса. Ну тогда доллар сколько был там, по 26, что-то такое. Ну за 20 тысяч долларов на 1000 километров ездили. И сейчас ставки, да. Я получаю ну тогда было как, мы в августе его пригнали, машину. Я в ноябре уже по выручке мы ее как бы окупили. Такая была работа на трале. Тогда как-то солярку эту никто не считал. Там куда-нибудь едешь, заправите. Ну, приезжаешь какой-то на участок, что-то выгружение, тебе тонну солярки. Ну, 1000 литров. Типа. Никто даже не считал, ну, как бы в цену рейса. Это просто, говоришь, дайте куб солярки. Я на, с этого топливозаправщик. Ну, тут я на заправке заправлялся, помню, в Сбегах. Еще где-то. Ну, у меня был Колымбак от Камацу, стоял на Гусаке. От бульдозера он там что-то в районе, наверное, больше 1000, ну не помню, но он такой, да, в ширину, ну может, да, уже склероз. Ну, короче, у меня вся заправка 2000 было литров. Колымбак и 2 бака на машине. Что это такое, знаешь, тонна 400, наверное, значит, или тонна 300, этот камацовский.
Вот это Чернышевск. Все трубы, видите, дымят. Все пришли вечером с работы. И давай лопатой кочегарить. Ну да, и получается все время в смоге в этом. По факту. Тут же стоянка, это да. Самое морозное место, она все время ночью все на стоянку становятся здесь. Не знаю, наверное, те, у кого нет термометра в машине. Или кто взаимосвязь не уловил. Выше теплее, ниже холоднее. Что такие места можно вечером встать-то, вот, например, сейчас минус 20. С утра будет какие-нибудь 38. А ты с вечера заглушил машину. Типа, да, что 20, нормально. У меня типа еще вроде нормальные аккумуляторы с утра. Потом движуха начинается. Ну, в общем, оплот цивилизации. Дальше сейчас уходим. Считай, все в стороне. Аксенова Зилова в стороне. Сбега в стороне. Там только заправочка, кафешка на трассе. Также Макгоча в стороне. Тоже там закусочная какая-то. Ерофей. Ну, короче, все в стороне. Трассу делали, получается, населенные пункты мимо все. Они же тут все вдоль железки, как бы, раньше были. Все станции там туда-сюда. А дорогу пробивали, ну, по-своему. И она, получается, везде отвороты, повороты. На эти все станции лежат железнодорожные. Так что вот, в целом, такой рассказ. Удлиненная версия, как говорится, дорогой Трындеж плюс. И вот там еще чуть повыше, ну там чуть повыше это не помогает по температурному режиму. Тоже такая большая стоянка, по крайней мере просторная. Заправка тоже там нефтемаркет, а тут какая-то своя зеленая, не знаю. Ни разу не заправлялся на нефтемаркете, заправлялся на этом. Еще и на легковой тут ездил в машине. Да я на легковой тут туда-сюда носился в отпуск, с отпуска. В 10-м году, в 9-м, наверное, 2 раза даже съездил. Но я сначала, батя мне говорит, поедь в Сургуте, забери машину. Он в Авито увидел. Land Cruiser эти продавали. Сотка, она такая, знаете, экспедиция, магазины были оранжевые. Они наклейки содрали, а он оранжевый, как цвет такой, пламя. Батя говорит, хочу. Я на самолет. И погнал на нем сюда. А вот кто в Нерюнгре жил, наверняка, батя у меня катался, оранжевый Land Cruiser, сотка. Сейчас у сестры он в Москве уже. Тоже по Москве носится. Не знаю, они номера поменяли, нет. Они, по-моему, когда забирали, еще можно было номера оставить. Короче, перегнали уже. А что он такой? Что ему будет? 4,7 мотор, атмосферник на механике. Именно бензиновый на механике. Аппарат. На нем, конечно, по ямам он ездил. Он по гравийке, как на Якутию шла, 120 идешь. А 200-ка уже так не ехала. 200-ка морда переставляет ее. Она как-то или тяжелее, или ну как-то не знаю. Ей надо в багажник килограмм 300 кинуть, потому что она пойдет как сотка. Вот тут шиномонтаж, ржавые запчасти. Ну нормально тут как бы в Чернышевске здесь. Ну и все, и дальше уходим. Я же говорю, уже все мимо всех населенных пунктов. Дорога идет. Не знаю, что там. Вообще, по-моему, тут даже, когда с Читы навигатор ставишь, например, на Хабаровск подходишь, она пишет там через 1,5 километра, типа, начинает же там через кольцо второй выезд, и потом ты, когда второй выезд вот это выезжаешь, она говорит, прямо 2100 километров. Навигатор, думаю, вообще нормально, девки, еще в какой стране, так вам навигатор скажет. А ну, сейчас я попробую до этого. А, ну он же сейчас... Ну да, надо где-то повернуть, чтобы он сказал прямо еще. Ну, например, сейчас сказать, например, на Якутск, она тоже скажет там через 800 километров поверните направо. Ну, направо уходим и, грубо говоря, налево. Ну, повернуть направо под мост надо. Ну, кто будет проезжать, потренируйте навигатор. Именно до кольца, которое перед уходом из Читы. Так, ну а сейчас уже будут прыгуны опасные начнутся.
Дим, приготовься, тут такие будут прыгуны, на которых надо прям сбавлять. Сбавлять плюс. Там еще как-то подделали вот Так. до Чернышевска. Подделали, а тут прям ты вроде как привыкаешь, знак также неровной дороги, там раз мягенько прошел, а потом как мягенько не прошел, начинаешь собирать по кабине, там что у меня даже с этих полочек там вылетает, бывает даже отсюда монетки выскакивают, ну когда прям проторгуешь, ну были случаи в моей практике, особенно мосту там, когда пойдете на этот 180 километр, там такой мост, типа один прыгун, и ты вроде еще не допрыгнул, и сразу второй. Мост где-то в 179-180 километр, там в низинке. Но я его уже знаю. Вот даже легковая, видите, местная, они чеквил на легковой как скаканул. Ну тут можно по встречке, конечно, наверное, амплитуду уменьшить. Ну, сейчас, понятно, я 40 еду. А на 80 тут прям нормально. Ну и, соответственно, да, вот эти прыжки неожиданные на морозе, это, считай, можно и амортизаторы поушатать, и все, что хочешь. Ну, такой ходовой удар. Так, ладно, надо притушить это, врубить вот это. В общем, Чернышевск прошли от 4:37,2. 303 километра. От Москвы 6822, 32,3 сейчас уже. Ну, обычно, да, в Якутию я приезжаю 34,2, что-то такое, потому что тут только в одну сторону идет. А потом, когда ты пустой едешь в Приморье, и вот эти, ну, 30 средний расход получается. Ну, она ж падает, легкий, там по горам еще она там хавает литров 28-29. Ну, по горкам. Все равно ж не летишь там, как по трассе, средняя поменьше. По Якутии, я имею в виду, пустой. А потом уже падает. Там уже едет. Она пустая у меня, в принципе, по хорошей дороге. Там 18,7 может есть, вот типа Новосибирск-Омск. Ну, по горам, соответственно, другие параметры. Ну и плюс, да, ветер, не ветер, там то все, гололед, зима. Короче, в целом плюс-минус нормальный расход для таких мест. Вот у меня за 121 тысячу 29,9 стоит. Это я не сбрасывал первый что-то. Вот этот с Москвы, этот ради прикола сейчас в Якутии еще обнулю. Ну, довожу обстановку, что там будет. На повороте за показатели Чита-Невер. А потом отдельно будет у нас расход, получается, с Невера до Алдана. Так, в принципе, доходишь до Якутска примерно в районе полтинника. Расход там может 43, там может что-нибудь такое. Ну, в зависимости от мороза. А до Алдана я как-то раз обнулял, 67 было, а потом эти 67 до Якутска превратились в 53. Но это тогда морозяки были, в общем, спишь на моторе, ну, вот это все до кучи. Все, ладно, кто дотерпел до конца, ставьте плюсики. В общем, всем удачи на дорогах, темнеет. Едем, в общем. Тут какой-то вообще перекус. Все, ладно, вырубаю. Всем всего наилучшего.